В 2020 году показатели младенческой смертности в коме достигли исторического минимума – 2,4%. Мы вторые в России после Чебоксар. По словам врачей, только страны с высоким ВВП на душу населения могут похвастаться такими цифрами. И даже далеко не все. И, безусловно, это результат кропотливой работы большой команды акушеров-гинекологов, врачей-педиатров, неонатологов, анестезиологов, реаниматологов и врачей других специальностей. Елена Кононова расскажет подробнее. Это подвиг, не без гордости, говорят врачи детской республиканской больницы. Еще бы, мы по показателям младенческой смертности практически приблизились к европейскому уровню, а по России мы вторые. Причем снижение цифры отслеживается уже на протяжении 20 лет. На первом месте это, конечно, организация. Организация медицинской помощи в целом в регионе. Тут огромный вклад и нашей больницы, огромный вклад и акушеров-гинекологов. Второе – это профессионализм всех тех, кто оказывает медицинскую помощь детям. И третье – это, конечно, финансирование. Вот без этих трех составляющих невозможно было бы достигнуть вот таких результатов. Главное, говорят медики, чтобы преждевременные роды происходили именно в перинатальном центре региона, где и маме, и малютке окажут высококвалифицированную помощь. Поэтому акушер-гинекологи на своем этапе смотрят, как протекает беременность у женщин. А в 2020-м большая часть преждевременных родов, это 58%, произошло именно здесь. Этот малыш при рождении весил чуть более 500 граммов. На сегодня массу набрал уже достаточно. У специалистов отделения интенсивной терапии перинатального центра КОМИ достаточно богатый опыт вынашивания таких глубоко недоношенных малюток. Процесс этот длительный и ювелирный. Важны даже самые незначительные моменты. То есть как он будет извлечен, да? Извлечен в плодном пузыре, как сохранится тепло этого ребенка, то есть помещение ребенка в целлофановый пакет, продлить отделение от матери, чтобы часть крови, которая в пуповине и в плаценте, перешла к ребеночку. Закапывание молозива буквально вот сразу после рождения тоже имеет значение, потому что молозиво, оно как прививка, как мы говорим. Да, это и антитела против тех микроорганизмов, которые ребенок уже, скорее всего, встретился, потому что мама имеет эти антитела и эти микроорганизмы. Далее эстафету по вынашиванию недоношенного ребенка принимает уже детская республиканская больница. Кроху везут в специальном кювезе вот по этому коридору, который еще 6 лет назад соединил два медучреждения. Медики между собой ее называют символически – пуповина. Благодаря ей малыш помощь специалиста получает в кратчайшие сроки. Это это был в свое время революционный этап в развитии организации помощи таким детям, когда ребенок, требующий помощи, прежде всего кого? Хирургов, да? В течение буквально считанных десятков минут возможно организовать и его консультирование, и его очное консультирование, и его перевод сразу прямо в операционную или для подготовки специфической предоперационной подготовки, перевод в отделение реанимации новорожденных нашей больницы. То есть это вопрос, который решается очень оперативно. Еще одно важное звено в многоцепочечной системе – экстренно-выездная консультативная помощь. Специалисты этого отделения доставляют младенцев из районов и других городов на борту санавиации. С собой они берут целый набор необходимого оборудования, в том числе транспортный кювез, где есть ИВЛ, контроль параметров жизнедеятельности, поддержание температуры и так далее. В 2020 году, например, медики из отдаленных населенных пунктов транспортировали около 100 детей, из них 30 новорожденные. Наш стационар является многопрофильным, то есть в стенах нашего учреждения новорожденным оказывается нейрохирургическая помощь, офтальмология, неврология, в настоящее время абдоминальная хирургия. У нас проходит порядка 200 новорожденных в год. Из них 60-70 новорожденных получают оперативное вмешательство, то есть делаются операции на месте в наших стенах.
При необходимости врачи связываются при помощи телемедицины со специалистами федеральных центров. И если ребенку нужна срочная высокотехнологичная операция, то его доставляют опять же при помощи санавиации в Москву или Санкт-Петербург. Затем дети переходят на этап постинтенсивного выхаживания, в блок неонатологии. Здесь за лечение принимаются уже специалисты широкого профиля. Они малышей ведут до года. И, как показывает практика, большая часть недоношенных вырастает вполне здоровыми ребятишками. А как говорят сами врачи, самое главное для них победа – это когда маленький пациент встает самостоятельно на ножки. Елена Кононова, Роман Боровиков, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.